Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Следователи завершили расследование уголовного дела об избиении малолетнего ребенка жителям Хангаласского района. Напомню, что в середине октября в социальных сетях появились фотографии маленького мальчика с множественными телесными повреждениями. К фотографиям прилагалась информация об избиении его отцом. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по статье «Истязание лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии». Следователи установили, что в Хангаласском районе 4-летний мальчик был избит сожителем своей матери, когда женщина находилась на суточном дежурстве. По словам самого обвиняемого, накануне вечером он выпил, а ночью ребенок проснулся и попросил его помочь сходить в туалет, что разозлило мужчину, и он избил его. Вернувшаяся утром с работы мать мальчика сразу обратилась за медицинской помощью. В больнице поставили диагноз сотрясение головного мозга, множественные гематомы мягких тканей головы, век, туловища, а также рук и ног. После оказания необходимой медицинской помощи мальчик был выписан. На основании заключения судебно-медицинской экспертизы преступление переквалифицировали на умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. Материалы этого дела направили в суд. Жителя Алданского района обвиняют в убийстве и угрозе убийством. Следователи завершили расследование уголовного дела 37-летнего мужчины. В марте этого года пьяный обвиняемый в жилом помещении, примыкающем к гаражному боксу на территории перевалочной базы коммерческого предприятия в городе Томмоти, во время ссоры несколько раз ударил топором знакомого. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После этого он пригрозил убийством другому мужчине, который в это время находился в комнате и проснулся от шума. В последующем подозреваемый скрылся с места происшествия, но был задержан и заключен под стражу. Во время предварительного расследования он не признал вину, объясняя, что к убийству потерпевшего помимо него причастны другие. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств, которые свидетельствуют о его единоличной причастности. Сейчас материалы уже направили в суд. В Аймиконском районе полицейскими раскрыта кража из продуктового магазина. В поселке Уснера злоумышленники взломали дверной замок и совершили кражу из продуктового магазина. Ими оказались 15-летние ученики 9 класса. В ходе проведенных оперативных мероприятий оперативникам удалось воссоздать обстоятельства, предшествовавшие преступлению. Подозреваемые проходили ночью мимо продуктового магазина и решили совершить кражу. Они вскрыли замок и украли из магазина чипсы и сладости. Перед уходом они похитили из кассы 1500 рублей. В Якутске привлекли к ответственности продавцов, которые продали алкоголь подросткам. Хангаласские участковые выявили продавца, которая реализовала алкоголь девочке. Работник магазина города Покровска продала ей пиво. Похожий случай произошел в Якутске. Женщина продала пиво несовершеннолетнему мальчику. Алкоголь изъяли. В обоих случаях составлены протоколы об административном правонарушении. В МВД сообщают, что обе женщины предстанут перед судьями, а в отношении несовершеннолетних приняты меры воспитательного воздействия. Перейдем к происшествиям в мире. 2 военнослужащих получили ранения в результате взрыва в парке у национального монумента независимости Индонезии в Джакарте. Предположительно, сработала дымовая граната. Полиция блокировала место происшествия, ведется расследование. Подробности в следующем материале рассказывает Сергей Берец. Дымовая граната взорвалась утром во вторник в парке у национального монумента независимости Индонезии в центре Джакарты. 2 военных, сержант и рядовой, получили ранения. Они обнаружили подозрительный предмет во время пробежки. Один из них взял гранату в руки, после чего раздался взрыв. Начальник полиции Джакарты Гатот Эдди Прамондо рассказал на пресс-конференции о предварительных результатах расследования и характере травм. У одного ранение обеих рук, второй ранен в бедро. Есть подозрение, что произошел взрыв дымовой гранаты. Мы выясняем, как она там оказалась. Сотрудники сил безопасности оцепили место происшествия и прилегающие улицы. Обоих солдат, которые находятся в больнице, допросят в качестве свидетелей. Следствие ищет улики и других очевидцев. По словам представителя столичного военного округа, который приводит индонезийский информационный ресурс Антара Ньюс, речь о спланированном нападении не идет. Парк расположен в районе, где находится президентский дворец, Министерство внутренних дел и другие государственные и правительственные учреждения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.